В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. О развитии авиации за полярным кругом говорили на заседании Совета по Арктике и Антарктиде. Какие острые проблемы есть в отрасли. 53 заболели, выздоровели почти в 2 раза больше людей. Последние данные по коронавирусу в Якутии. Айхальцы стали вдвое реже жениться, уменьшилась и рождаемость. С чем связана такая тенденция? Состояние и перспективы развития авиации за полярным кругом обсудили в Москве на заседании Совета по Арктике и Антарктиде при Совете Федерации. В заседании принял участие и глава Якутии Асил Николаев. Развитие перевозок – одно из базовых условий развития арктической зоны. Эксперты отметили, что компенсировать недостаточность наземной транспортной инфраструктуры можно и за счет продвижения малой авиации. Тем более на нее приходится 80% перевозок внутри регионов Арктики. Однако развитие авиасообщения на севере требует межведомственного подхода к ситуации и значительного финансирования. Остро стоят проблемы модернизации и строительства новой наземной инфраструктуры, необходимости увеличения объемов субсидирования местных авиаперевозок, нехватки квалифицированных кадров, обновления парка воздушных судов, причем отечественными моделями. Мы сейчас создали рабочую группу совместно с авиакомпаниями республики, с Ростехом для оперативного обсуждения и выработки согласованных предложений по мерам поддержки производства и эксплуатации именно отечественных воздушных судов, в особенности вот как раз в условиях Крайнего Севера и Арктики. Это позволит реально в ближайшее время начать выпускать Ил-114, Ил-610, увеличить количество суперджетов, ну и, конечно, запустить в эксплуатацию этот малый самолет «Байкал» и вертолет «Ансат». 53 новых случая коронавируса выявили в Якутии за сутки. Об этом сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина во время брифинга по эпидситуации в регионе. 42 заболевших в Якутске, 5 случаев зарегистрировано в Верхоянском районе. Как пояснила Ольга Балабкина, это контакты, которые возникли возле одного из медицинских учреждений. Ситуация находится под контролем властей. 4 новых случая выявили в Алданском районе, по одному заболевшему в Мирнинском и Нюрнбергском районах. За сутки из больниц выписали 98 человек. Также вице-премьер республики сообщила, что к концу этой недели оперштаб будет принимать решение о сворачивании части стационаров и принятии мер по уменьшению количества коек в Якутске и в районах республики. У нас вновь впереди суббота и воскресенье. Поэтому, если у вас приняты решения, которые связаны с выездами за город, постарайтесь их, соответственно, определить среди того круга лиц, который вам уже известен. Потому что те случаи, которые сегодня мы фиксируем, они вновь опять в Чурапчинском улусе связаны с большим юбилеем. Районы республики выехало и зарегистрировано у медиков и в органах местного самоуправления 11,5 тысяч детей. Все эти ребятишки поставлены на медицинский учет. Но мы знаем, что часть детей, часть родителей не выполнила этих обязанностей. Большая просьба все-таки в органы местного самоуправления обратиться. Медики возьмут на учет для того, чтобы провести и профилактическое наблюдение за ребятишками. Но это даст возможность нам и более уверенно начать учебный год, и в том числе и не допускать не только коронавируса, но и ангин и других заболеваний. Для приезжающих в Россию из-за границы вывозными рейсами сохраняется режим изоляции. Проживающие на территории города прибытия граждане должны изолироваться в домашних условиях, а граждане из других субъектов будут помещены в обсерватор. Для граждан России, прибывающих из-за границы регулярными рейсами, с 15 июля изоляция отменена. При регистрации на рейс требуется заполнить на портале госуслуг специальную форму, куда в течение 3 дней они должны внести результаты тестирования на коронавирус. Иностранные граждане в таком случае должны предъявить сведения об отрицательном результате исследования методом ПЦР, отобранного не ранее, чем за 3 дня до прибытия на территорию России. Региональное министерство по внешним связям и делам народов напоминает, что для якутян, находящихся сейчас за рубежом, работает телефон горячей линии. Медицинское оборудование и новый автомобиль скорой помощи поступили в Алданскую центральную районную больницу.
Медорганизация получила 5 специальных мониторов, с помощью которых медики смогут непрерывно контролировать состояние пациентов. 2 аппарата ИВЛ, шприцевые насосы, 2 кислородных концентратора и другое. Новый автомобиль скорой помощи класса С оснащен современным медицинским оборудованием, включая аппарат ИВЛ, дефибриллятор и электрокардиограф. Сообщается, что в ближайшее время на территории больничного комплекса будет установлена система централизованного снабжения кислородом, с помощью которой в палаты стационарного отделения будет осуществляться подача кислорода. Айхальцы стали вдвое реже жениться. К такому выводу пришли специалисты местного ЗАГСа, когда подвели итоги первого полугодия. Причина неутешительной статистики – пандемия. Последние 3 месяца торжественные регистрации брака с гостями не проводили. А вот повлияла ли эпидобстановка на рождаемость и какие имена сейчас самые популярные, знает Оксана Мезенцева. Эти фотографии уже заняли свое место в семейном альбоме Андрея и Юлии Шафрановых. Пара узаконила отношения в июле, но торжественной регистрации не было, как и гостей. Расписались молодые в присутствии лишь регистратора. Такие правила в местной администрации действуют в связи с пандемией коронавируса. За первое полугодие 2020 года зарегистрировано 24 брака. По статистике, конечно, это повлияло, что пандемия, в связи с этим у нас снизились браки почти в 2 раза. То есть в 2019 году у нас было за первое полугодие 58 браков зарегистрировано. Уменьшилась в Айхале и рождаемость. За последние полгода в местном роддоме появились на свет 45 крох, 20 мальчиков и 25 девочек. В прошлом году за это же время родилось на 13 малышей больше. И чаще всего их называли Артем, Матвей, София и Юлия. Однако у каждого родителя свои предпочтения. У нас Алена. Довольно-таки непопулярное, мне кажется, имя. Второй ребенок назвали Константин. Первому 9 лет, это Владимир назвали. Если бы у меня сейчас дочка родилась, я бы назвала Тонечкой. Мне очень нравится это имя, оно теперь не модное, правда. Но у меня 2 дочери. Одну зовут, старшую зовут Айлин, младшую зовут Луина. Сегодня многие родители к выбору имени будущего ребенка подходят основательно. Изучают интернет, штудируют книги. Многие считают, от имени зависит будущий характер. Имя должно быть простым или хорошо сочетаться с отчеством. При этом, по словам специалистов ЗАГС, ни одному из родителей не разрешат использовать в имени цифры, оскорбления или знаки препинания, кроме дефиса. И вообще, с выбором имени будущего малыша советуют не торопиться. Российское законодательство дает целый месяц для регистрации новорожденного. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». А как придумывают имена алмазом и в честь кого называют якутские камни, расскажет Ксения Исламова. Мир бриллиантов и драгоценных камней загадочен и таинственен. Алмазам дают имена собственные, считая, что у них есть душа. Наталья Сарсацких, Лариса Попугаева, просто Мария, Скромный и звезда Якутии – все это названия кристаллов, найденных в глухой якутской тайге. В самом начале разработок имена собственные давали алмазам, которые весили больше 15 карат. Но планку пришлось поднять, потому что таких камней стали добывать все больше и больше. Этот кристалл получил название в честь Льва Николаевича Толстого. Его добыли в 150-летие со дня рождения великого русского писателя. Прозрачный кристалл с легким табачным оттенком и весом в 106 карат нашли на фабрике номер 3. Лев Толстой и сам любил сравнивать людей с алмазами, такими же уникальными и не похожими друг на друга. Скажите, а здесь именные алмазы есть? Да, есть. Вот этот алмаз уже именной. Можно ему дать имя, назвать. Кристалл назвали именем нашедшей его работницы. Мария Коненкина работала доводчицей на фабрике номер 3 в городе Мирном. Со своим алмазом она встретилась и во 2-й раз, но было это уже в городе Москве. Ее пригласили на выставку «Сокровища алмазного фонда СССР». Пожалуйста, товарищи, наша Мария Марковна Коненкина, в честь имени которой был назван крупнейший алмаз 106 карат. В нашем коллективе ее просто называют «Алмазная королева». Шел 1980 год. Большая советская страна готовилась к историческому 26-му съезду КПСС. Алмазу дадут имя 26-го съезда КПСС.
С 1959 года Якут Алмаз и Алроса поддерживают традицию давать имена уникальным алмазам. Сегодня она несколько изменилась. Событиям и людям посвящаются факты извлечения крупных кристаллов. В положении так и прописано присвоение наименований фактам извлечения алмазов ювелирного качества. И в положении также прописано, что факт присвоения имени алмазу не должен повлиять на его дальнейший путь, то есть он может быть также в общем порядке реализован, выставлен на торги и так далее. Сейчас уникальными алмазами считаются кристаллы больше 50 карат. С конца 2019 года по обращению главы Якутии факт извлечения таких камней называют в честь героев Советского Союза и героев труда республики. Программу назвали «100 имен, 100 алмазов». Ксения Исламова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». В Амгинском районе в селе Чакыр этим летом начала работу турбаза Кёх-Кытыл предпринимателя Алексея Григорьева. В прошлом году он построил балаган, кемпинги и летние кухни. Гостей со всей республики Алексей Григорьев встречает вместе со своей семьей. В дальнейшем предприниматель планирует расширить турбазу, построить гостевые домики и обустроить пляж. Мечта с детства реализую сейчас. Еще буду реализовать, на гранты буду выступать. Если деньги выиграю, вообще хорошую буду сделать. Очень хорошая здесь природа, чистая вода, теплая. Это все на собственные средства, сам. Все сам сделал. Жена помогает, родители помогают. Об этой турбазе нам рассказали родственники, показали фотографии. Мы сразу же загорелись желанием приехать сюда, отдохнуть на пару дней, может и на недельку, видно будет. Привлекло именно сама река Амга, то, что она такая чистая, и каменный пляж, прозрачная вода. Европейское космическое агентство и НАСА опубликовали фотографии Солнца, сделанные как никогда близко. Снимок был выполнен в середине июня космическим аппаратом Solar Orbiter, совместным проектом двух институтов. Для выполнения фотографий были использованы специальные телескопы, которые смогли захватить верхние слои атмосферы Солнца с температурой около 1 миллиона градусов. На кадрах видно, что звезда усеяна вспыхивающими яркими структурами, которые получили неофициальное название «костры». По предположениям ученых, именно они нагревают Солнце до его рекордно высоких температур. К этой минуте у меня все. До встречи.